Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Как вы поживаете? Как ваше драгоценное здоровье? Несколько дней я не снимала ролики, все было некогда. Дела, дела и дела. А сейчас я хочу приготовить внукам ужин, как они любят. Дети увидели грибочков и захотели грибы с капустой. На ужин они так хотят. Сейчас я приготовлю. Все у нас хорошо. Дети учатся на дистанционке. А я кручусь, верчусь около них. Немножко Владислав покашливает. Сегодня противовирусные купила. Вчера вечером начал покашливать. Поэтому с утра съездила в аптеку, купила немножко ему лекарства. У него, конечно, обструктивный бронхит, но он очень долго не болел. Хотя ходит вирус, ОРЗ, грипп. Я, конечно, очень радовалась, что они не болеют, но вот видите, у Владика кашель. Температуры нет. У нас продлили дистанционку, потому что очень много детей болеют. По-моему, 28% в школе. Очень болеют в селе тоже односельчане. Большой вам привет передает моя сестренка Минзаля. С ней все хорошо. Получила она лечение. Все нормально, говорит. Сын работает, Рустам, на севере. Плохо, говорит, привыкать к морозу, потому что он южный человек. Но ничего не поделаешь. Работать надо, семью надо кормить, маму надо поддержать. И очень большой привет передает вам моя старшая сестра Саимя. Очень нравится ей ролик, когда снимаю. Нравится ей, когда говорит на камеру, уже не стесняется. Они, говорит, мне как родные. У меня, говорит, такое предчувствие, как будто, говорит, за телефоном сидят и смотрят твои подписчики. Да, я говорю, смотрят, сидят, любуются. Не у всех, говорю, есть такая сестра, как у меня. Кто-то, наверное, грустит, кто-то радуется, кто-то вспоминает свое детство. Конечно, до санатория я не могу к ней съездить, снимать ее. После санатория вот выздоровлю, Алла верся. Поеду узнавать, как она там, и сниму. Очень красивые грибочки. Я их помыла, подсушила. Я ножки не жарю. Они мне не нравятся. Они жесткие какие-то. Поэтому грибочков самих только пожарю. Когда наши дети были маленькими, мы очень много грибочков собирали, солили, сушили, жарили. У меня муж
родился в Горьком, там в селе Плотинка называется. Сейчас Нижний Новгород переименовали. У него там бабушка была, бабушка Нюра. Очень я ее любила, и она, по-моему, тоже меня полюбила. Отношения у нас были очень хорошие. Бабушка нас всегда ждала. Мы когда жили в Фурманове, с мужем ездили часто туда. Она топила баню. Баня по-черному была. Ой, как я люблю такую баню. Черную баню. Один запах, что стоит. Ароматный такой. И у нее был самовар. Мы из бани выходим, на столе самовар шумит. Ждет нас. И всегда у нее был сахар. Сахар вот с такими комками. Вот с такими. Она кусачкой отламывала. И мне было интересно чай пить с сахаром. Деревня была маленькая. Люди были приветливые. И вообще в деревнях люди приветливые. Простые, доброжелательные. Я когда тоже к сестре еду, там соседи или кого-нибудь встречаю, обнимаемся, разговариваем, поспрашиваем, что, как живешь, как дети. Все вот так. Ну, конечно, и в городах тоже есть люди приветливые. Я не могу сказать, что только в деревнях люди приветливые. Но есть в городах. Даже не знают, кто в соседях живут. Мы же в деревнях друг друга знаем, приветствуем. Что-то надо, друг другу помогаем. В Горьком тоже собирали грибочки. Увозили фурманов. Солили там. Там очень было удобно ехать. Вечером садишься, утром там на поезде. Даже перед выходными выезжали. Даже брали мои отгулы с мужем. Кровь сдавали, донорские. 2 дня. И вот ездили к бабушке. Бабушка ждала. И здесь тоже в Стерлибашеве с мужем всегда собирали грибы. Но в основном я, конечно, чистила, солила. Я не все грибы узнаю. А муж был грибником ас. И все равно, когда солили грибов, я боялась детей кормить с грибами. Как-то я слышала или прочитала, не помню, что раньше 10 лет детям нельзя давать грибочков. Вот я все придерживалась. Муж давал, я, боялась. Но дети тоже любят грибы. Очень любят.
сковородка у меня хорошая. Я уже тут что только не делала. Даже здесь варила борщ. А нам хватает. Мне хочется, конечно, блинницу купить. Я там сказала, если что привезут, мне сообщишь. И хочется брать утятницу. Кастрюлю побольше, что-нибудь. Вот ножик я выкидываю. Они какие-то жесткие. Наверное, можно их сушить или что-нибудь сделать. Или отварить. Но я этого не делаю. Будут кушать мои козочки. Сейчас нарежу капусту. Ой, аромат грибов пошел. Как будто лесные грибы. Когда я жарила мужу грибы лесные, он любит с картошкой. Говорил, грибы все равно магазинные не те. Ну, конечно, не те. А куда деваться? Покупаем, жарим. Погода у нас прекрасная. -6, -7 градусов. Тепло. Ветра нет. Благодать. С детьми немножко прогулялись на улице. Также Арчи с нами. Арчи вообще вчера вечером ушел, да, утром только пришел. Кирюша говорит, что он начал за девочками бегать. Собираются кошки у нас. В акварии много кошек. Иногда собираются 5-6 штук. Что-то они друг на друга мяукают. О чем-то по-своему говорят. Поют. И дерутся. Наш малыш тоже ходит с ними. Капуста такая сочная попалась. Очень вкусная. Поменяли мне шланги. Цвет, конечно, желтый. Мне, конечно, желтый цвет здесь ни к чему. Но мои подписчицы написали, что шланги все желтые. А я не поверила продавцу. Я говорю, может быть, наверное, и белые, или голубые бледные, или какие-то цвета. Он сказал, у меня только желтые. Ну ладно, хоть какие. Самое главное, пусть служит мне хорошо. Пусть газ не пропускает. Все равно надо менять время от времени. Это, конечно, очень опасно, если газ пропускает. Все, меня посмотрели, слава Всевышнему, все хорошо. И печку, и газовую плиту. Нарезала чеснок. Посолю. Поперчу.
Немножко приправы положу. Прованские трава положу немножко, насыплю. И все. Я бы, конечно, летом сюда помидорчиков нарезала бы. Но пока нет. И в магазинах они очень дорогие. Да еще у меня дома нет. Поэтому я томатную пасту кладу. Намешаю. Ой, аромат. Какой аромат. Тут и с чесночком пахнет, и с грибочками, томатом и травами. Очень вкусно все пахнет. Такой аромат. Ой. Чуть-чуть добавлю воды. И потушу минут 20, потом посмотрим. Рецепт сюда не напишу, потому что я кладу сколько мне что надо. У кого что есть, можно все тушить. Накрою крышкой. Убавлю газ. И все, мои хорошие. Ой, какой аромат. Как все вкусно. Насыплю свежий замороженный укроп. Какой запах приятный. Как запахло свежим укропом. Хотя они заморожены, но все равно аромат сохраняется. Вкусно. Моим внукам понравится. Очень вкусно. Но на этом я свой маленький ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч. А дети мои хорошие, вы тоже с нами ужинать.